Надо на градуснике 0 градусов. Доброе утро. Утро действительно доброе. Вот такая вот прекрасная погода. Начало апреля. Небольшой ветерок, тепло, солнышко. Все прекрасно. Отдохнули замечательно. Саня уже, небось, плотву таскает. Вчера вечером приехали гости, но уехали в другую избу. С утра они тоже уже на озере. Ну и мы сейчас поедем, да? Обязательно. Вот это ведерочко надо нам наполнить чем? Хотя бы чем-нибудь. Вот такой теремок. Вот мы и на озере. Начинаем проверку жерлиц. Не знаю, что попало, не попало, но вот из 10 поставленных вчера жерлиц вижу 5 загаров, 5 сработок. Настроение сразу вот такое вот. И с обалденным настроением начинаю проверку. Половил с утра немножко живцов, так как вчерашние подохли в избушке. Сначала замерзли, потом занес и в избе окочурились. Вот. Половил десяток, пока не буду. Лунки у нас замерзли. Надо отдолбить бы их. Ночью был небольшой заморозок. С одной стороны это хорошо, хоть рыба подмерзла. Опа! Вижу, кто-то есть. Ага. Кто-то дернул. Кто-то идет. Не крупный, но кто-то идет. Вот такая вот щучка. Вот такая вот щучка. Заглотила полностью. Вон окушок в желудке. И мой двойник тоже в желудке. Он полностью заглотил окуня вместе с двойником. Заглотила. Вот от окушка только хвостик торчит. Попробуем сейчас освободить. Никак, только с желудком. Так что ты, щучка, попала. Отпускать тебя никак. Так, вижу свой двойник. Ладно, пока выключаемся. Идет процедура освобождения двойника. Вот он, окунь. А, вот он, двойник аж в животе. Вот он здесь насквозь проткнул живот аж. Вот он. Я его с этой стороны, может, я цеплю. Блин, придется раскрывать. Ладно, выключаемся. Так. Вот наш второй загар. Подряд третий, четвертый. И там вдалеке пятый. Нравится мне, когда флажки стоят. Ой, как нравится. Так, аккуратно убираем. Если щука есть, то она по-любому уже заглотила. Чем хороши двойники, сходов практически не бывает. Щука заглатывает. О, что-то дергает. Ага, что-то есть.
Что-то идет. Что-то идет, дергает что-то. Ну, в луночку, в луночку, в луночку. Надеюсь, уж покрупнее немного. Тут уже вот такая вот чуренция. Немного покрупнее. И это хорошо. Окушка она не проглотила кедровочком. А живот полный. Кого-то она уже съела. Так, ну а теперь пойдет процедура освобождения. Выключаемся. Третий загар. О, видишь, леска аж в обратку пошла, блин. Надеемся, что это ни хрена себе замерзло. А, тут потому что без снега вокруг. И вот четвертый, видишь, они подряд все сработали. Ага, пустая. Пустая сработка. На этот раз щука нас обманула. Ну, еще и зацепилась, блюд. На этот раз она нас обманула. Ну ладно. Сейчас поменяем живца. И второй раз это у нее не пройдет. Мы накажем эту зубастую обманщицу. Раз. Так. Раз. Так. Видишь, я петлю делаю, чтобы до конца не распускала. Иначе здесь будет раз, два, три, четыре. Если она всю леску выпутает, зацеп неизбежен. А так она, если попасться, он заглатывает и также. Третья пустая у нас. Пошли к четвертой. Пошли к четвертой. Тоже походу пусто. Нет, кто-то есть. Кто-то потянул. Кто-то есть. Кто-то есть. И это хорошо. Так, съемка идет. Ага, что-то есть, не знаю, дойдет, не дойдет. Кто-то дергает. Не крупные, такие. Такая же стандартная. Ну что ты лезешь? Нет, ты в лунку-то, ее просто-то. Вот такая вот. Еще покрупнее, да, немного? Видишь, это говорил вчера. Зачем ставить? Поставил, и он не поставил. Но видишь, он в животе окунь целиком. Я же не говорил, зачем ставить. Ты говорил, вскипел чайник, пошли чай пить. Чай тоже надо попить успел. Ладно, пока выключаемся.
Так, еще загар. Пятый. Посмотрим, что здесь у нас. Пишню забрали у меня. Придется ножичком. Скроем как баночку. Надеюсь, пролезет. Лишь бы не так, как осенью было. Ага, пролезет, конечно, один живец. Ложная сработка. Так, из 5 жерлиц пока у меня 3 щучки. 2 щуки меня обегорили. 2 ложные сработки. Живец дохлый. Сейчас мы это дело поменяем. Поставим живого живчика. Ну, успокойся ты. Главное не повредить жабры, тогда окунь будет жить долго. Вот я делаю такую стопорную петлю, чтобы далеко, чтобы не распутывала всю катушку. Буквально даю им не больше метра. Так, раз, два, три. Ловись, рыбка, малая велика. Шестая сработка. Да я и ножиком скрываю неплохо. Ня! Ложная сработка. А посмотрим, что она шестая даст. Есть, что-то здесь есть. Опа! Есть что-то есть. Давай, а то я порежу. Давай. Здесь кто-то есть. Так, ладно, смотрим. Идет? Пока идет, не знаю, придет ли. Блин, ушла. Прям в лунке, да? Тоже с килограммчик была где-то, наверное. Блин, в лунку не влезла. Видишь, не заглотила ни хрена, получается. А я еще не подсек ее, думал, ну, надо было хотя бы дернуть, может быть. Засекла. Бывает и такое.
Ушла. Обещала вернуться. С килограммчик как минимум было по весу. Обидный сход. Ну и ладно. Мы не унываем. Мы снова жерлицу кидаем. В надежде, что она второй раз нас не обманет. Ну вот, друзья, решили попробовать рыбалку на реке, попробовать хариуса. И вот он хлопает. Я не могу не показать его вам. Вот он, красавец хариусок. Влад, смотри. Такой красавчик. Круто, друзья. Круто. Решили озеро озером. Решили поехать на речку. И вот, не зря. Хороший. Вообще красавец, но еле выпряжешь в лунки, блин. Мне-то дал одного поймать. Лови. Он у меня даже не успел дна найти. О, опять не успел дно найти. Он хорошо берет. Кстати. Янскадан. Ну, поменьше. А, тут мелко получается. Из-за этого. Опа. Есть. Давай. Вот он. Вот он, красавчик. Что делать-то? Рядом где-то пробудиться или что? А? Как поймать-то? Рядом где-то пробудиться или что? Не знаю. Он может там быть. Все. Кончились. Видишь, он где есть, он берет. Вот мы на новом месте. Река вот так уже вся местами открыта. Приходится обходить по лесу. Пока утро, получается, наст еще держит. Не знаю, если он отпустит, будет капец всему. Придется ползать по снегу. Вон новое место. Новый харюзок. Плюнул. Дальше там у нас. Вот дальше там полностью открытый перекат. Здесь перекат открытый. Здесь плесик. Сейчас мы его обурим. И посмотрим. По крайней мере, одного уже нашли. Может, что еще клюнет. Насажу. Заяц бегал сегодня он. Насажу свеженького опарыша. Так. Ну, ловись, рыбка. Мала и велика. Все, что ли, один и был? Один и был. Ну вот, на этом наша рыбалка на хариуса на сегодня закончилась. А почему? А потому что вот Влад пошел, я не успел, я ему кричал вообще-то: не ходи без пешни. Вот я до сюда дошел, он бобр завалил березу, сделал запруду, и все, снегу намело, здесь сейчас все открыто. Я Владу кричу: не ходи туда.
Он пошел, ну и провалился, потому что тут под снегом льда нету, сразу вода. Хорошо, что успел, тут корочка такая, удержался, а так бы мог полностью провалиться. Прошлый год в середине апреля я еще здесь ездил на буксировщике. Сейчас уже все открыто. Только ходить по лесу, если в обход. Прошлый год я катался здесь с середины января. Буранка была накатана. Сей год меня не было. Ну и никто походу не ловил. Потому что вон такие хорошие места. Ничего не обурено. Ну ничего, мы своего хариуса взяли. Всем понемножку будет. Ну и поехали. Поехали на озеро. Будем ловить плотву. Пробовать ловить окуня. Ну и поставим еще несколько жерлиц. В надежде на щучку. Ладу потопал к снегоходу. Я сейчас тоже соберусь и пойду на озеро. Ну вот мы опять на озере. Приехали вновь на озеро и наблюдаю, что у меня сработало 2 жерлицы, 2 загара. Теперь будем проверять. Теперь мы их будем проверять. Здесь пусто. Здесь на щучке обманули. Даже живец. Ага. Даже живец живой. Пусть болтается дальше. Так, а у нас здесь уже утром была щучка. Судя по окушку. И по новой сработала. Но на этот раз никого. Опять обман. На этот раз удалось перехитрить. 2 сработки. 2 пустые сработки. Ладно. Не теряем надежды. Короче, вечереет, садится солнышко. Пытаюсь поймать окуня, но клюет одна мелочь. Спортивная рыбалка. Поймал, отпустил, поймал, отпустил. И так, наверное, уже штук 30. Подхожу. Вижу вот такую картину. Флажок в стороне. Короче, была сработка и улетел флажок. Из-за этого я его не заметил. Сейчас глянем, есть что, нет. Не, ничегошеньки нету. Опять ложная сработка. Ложная, 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 ложная. Солнышко спряталось. Вот и кончился еще один день. Все разъехались. Рыбаки на буксировщике уехали в другую избу. Тишина. Ветер стих. Влад уехал опять на плес. Мало искупался, еще хочет попробовать на вечерний клев. Но вряд ли, я думаю. Саня потаскал плотву сегодня. Тоже смотрю. Что, Саня, клюет? Нет? Клюет? Перестала.
днем поклевало. С ведро-то, наверное, он надергал плотвы. Но у нас с утра сегодня была щучка. 3 щучки было сегодня на жерлице. Сошло. Раз, два, три. Тоже 3 или 4 схода было. Пытался поймать окуня, но одна мелочь. Взял себе на жерлице, остальных выпускал обратно. Вот так вот закончился еще один день. Ну, а теперь нас ждет ужин за душевной беседой. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Сегодня на ужин у нас жареная картошечка, салат. 5 минут назад. Да-да-да. Скажи мне, пожалуйста, а блогер Так. это журналист? И что еще у нас? Вот напиток. Морсик. И рыбацкий напиток. Вводились всякие разные законные На чайге. Да. законодательства, которые приравнивают блогеров к журналисту. То есть, если Приятного всем аппетита. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Вот так вот сделаем, чтобы все влезли в кадр. Так и будем на сухую сидеть. Давить. Да. Так и будем давиться. Ты что-то рано сегодня завелся нас. Я просто поспать хочу успеть еще сегодня. Я вчера не успел. О, сегодня вы-то по очереди поспали. По очереди. Мы, наверное, уехать не успели. Саня, наверное, сразу тын-тын-тын, видишь, было, не наркотик. Нет, через часик. Она что-то бросила плевать, да? ты знаешь, очень сложный этот момент. Сам думал, что-то надо покушать. Пришел, думал, суп сварил. Ну я храп услышал еще на подъезде. Конечно, блядь. Громче снегохода. Ты из-за этого и провалился. Сало будем резать, нет? Или пока? Хочешь, если хотите? Да нет, мы вон езжим все. Тогда, ну, может, на улицу вынесем? На улицу? Сколько градусов ты хоть посмотреть? Что-то подмораживает так вроде нехило. Слушай, а днем никак погода не устаканится. То пасмурно, то снег, то ветер, блядь, то жара. Всего минус 3. Минус 3 градуса всего. Картошка. Где ты еще так покушаешь? Первый раз за эту зиму. Ну, в такой комфортной температуре, да? А то все в морозы, да, То, ездили. блядь, все за 30-ку, блядь. А жили где, в избе? Палатки? Палатки жили? 30-ки? Да. Нормально. И мы развалились, вот так вот спали. Вот так вот, да. Спальники. В этих же спальниках, да? Да. Не, у меня другой был. Ну там если печка потухнет, махом остынет, да? 2 часа. 2 часа и все. И как на улице. Палатки. Пофиг, что двуслойное, что нет, да? Пофиг, ну. Ну, наверное, не А так. когда топится, не жарко? Жарко. Получается, топится жарко, потухло холодно. В сущности, так же, как в избе. В избе, конечно, комфортнее. А где же вот эта вот самая тонкая грань, которая... Надо найти такую палатку, чтобы можно было Преподавательница опубликовала свой снимок, хотя бы нулевую температуру поддерживала. где она И спальник хороший, теплый спальник. грамоту, на ней Минус 30. она была в спортивном купальнике. Разве Тогда будет красиво. О, сердце. 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 Палатку-то как она будет поддерживать? Она не будет поддерживать. Из-за затопления. Надо обогреватель. Делает фонарь, летучую мышь. Надо обогреватель какой-то, да, такой автономный, какой-то такой, да, что-то. Ну как-то вот так, друзья. Сейчас покушаем мивлюлю. Встречаемся завтра на реке. Урой.